Всем привет! Я Лена Андреева, и сегодня мы проведем социальный опрос среди студентов Северо-Восточного федерального университета. Из первых уст узнаем, каково быть студентом и с какими проблемами они сталкивались. В общем, не самые лучшие условия в туалетах. Туалетной бумаги, во-первых, нет. Во-вторых, там фекалиями что-то пишут некоторые люди. В-третьих, там не убираются походом и тому прочее. А вы как считаете? Считаю, что для меня единственная проблема, да, наверное, в том, что гардероб работает только до 5, да, например. Пары идут до вечера, практически до ночи. И порой нет возможности забрать вещи. Там всегда есть много лень делать. Мен санаалар биһиги университеттигер студентларга тохтулган проблема хуак тиһаныбын үөрнер условия ген барда бар. Допустим, переполненность компьютерных классов иногда, возможно, необходимо их расширение. И иногда расписание, конечно, не всегда позволяет желать лучшего. Неудобное расписание может быть очень дискомфортно. Например, сейчас у меня в пятницу 8 часов пара и потом 3 пары окна. С тем, что я не могла месяц получить кампусную карту. Это больше скорее по учебе именно. Трудно даются предметы и все такое. А что-то такое остальное я не замечал, честно. Если я, например, учусь на отлично, например, 2 семестра, подал заявление, не получилось. А если я учусь 3 курса на отлично, без единой четверки совершенно, то, например, в советское время была ленинская стипендия за 3 курса на отлично. А сейчас такого нет, кажется. Как-то странно. То есть я учусь в холостую, как будто бы. Имеется в виду непонятная система, как подавать заявление на стипендию. То есть вроде зачетка нужна, но вроде она не нужна. Непонятно. То есть ее нужно заверять лишний раз. И все в таком роде. И то есть я имею в виду то, что если вы подаете заявление, то обязательно должны подать заверенную зачетку, то есть скан. В начале учебного года у нас были проблемы с разными справками, это еще плюс военкомат, и там надо было очень много чего делать, и это все мешало, и было очень сложно. Скамеек маловато на коридорах. Я где усиживаться? Наверное, с тем, как совмещать внеучебные деятельности и, соответственно, учебу. Самое заметное — это место, где можно было бы сделать СРС, домашнее задание. Обычно бывают аудитории или место, где можно просто сесть, и тут это первая проблема, наверное, которую я встретил. Тут в основном уделяют очень много времени на внеучебную активность студента. С этим проблемой можно. Перемещение в кабинетах, например, мединститут. Мы, например, учимся в медцентре, потом через 15 минут или через 10 минут другая пара в кафене, и мы подходим с опозданием. Проблем, в принципе, нету, а так, зависит в основном от какие твои соседи. Много. Во-первых, это соседи. Особо, такие неряшливые попадаются все время. Сильно так я не замечал, честно слово. Наше общежитие. Я раньше учился в колледже, поэтому по сравнению с ним там нормально. 20-й корпус, нет лифта. И получаете ли вы стипендию? Да. Устраивает ли она? Да. Хватает на 2 недели. 300 тысяч. Нормально. Ладно, 7, наверное? Да. 7 тысяч. 5-7. Нет, стипендии не получаю. Коммерческий. Нет, не работаю. На шее сижу. Да, получаю социальную стипендию. Повышенную академическую, по учебную и обычную. Тоже повышенную для отличников. Любая. Вы у меня напишите, мне бы любые деньги были. Да, 15 тысяч. Антон холобра бәлен лигин ду. Бәм ток подработкалачым. Я учусь на коммерческом. 1500, мне нормально. Да? Сумма приблизительно 6,5 тысяч, и это вполне меня устраивает.
1010. Да, получаю. Ну, в принципе, устраивает 3500. Ну да, устраивает. А какая- Ну, 15-20 тысяч устроит. 40. 40? Да, еще лучше 40. Я на коммерческой основе. От 8 до 12 меня бы вполне устроило. Я получаю только социальную стипендию по статусу. Нет, на самом деле она меня полностью устраивает. То есть это хорошая плата за тот статус, в котором я нахожусь. Да. Всегда хочется большего, конечно, чтобы у нас все-таки цены растут, стипендия не растет. 5000 устраивала бы. Любая стипендия устраивала бы, в принципе. Да, получаю. Но она хватает только на питание, чисто на питание, и то только если там экономить, да? Да, я магистрант второго курса, да. Стипендия вполне хорошая, отличие от других университетов. Я работаю, кроме этого. Стипендия маленькая, так, как по мне, маленькая, все говорят высокая, но я думаю, что это не очень. Так как я на повышенную стипендию еще не подавал, у меня стипендия, как у обычных студентов, около 6 тысяч. Свыше 10, наверное, нормально было бы, уже бы неплохо. Где-то 3000 в месяц. Пока устраивает. 20. Подрабатываю по субботам. Жаль, но я потерял стипендию во втором семестре, но постараюсь, чтобы в следующем семестре я получил. Ну, меня устраивает. С каждым курсом все выше и выше становится, так как у меня 5 курсов. Да, устраивает. Размер стипендии 8500. Устраивает вполне. Меня устраивает нынешняя стипендия, но главное уметь тратить деньги. Голодающему не дают рыбу, а учат его ловить. Придется научить меня, как тратить деньги. Очень насыщенная, Да. скажем, да. А это как-то влияет на учебу? Нет, В какой-то степени бывает, потому что мы активисты. это скорее зависит от человека. Если он не может распределить время, то это влияет на учебу. А так нет. Нет, не являюсь. А что думаете насчет этого? В целом развита общественная деятельность у нас? В целом, вроде да. Я сам не замечаю, как они работают, просто не интересуюсь этим. Я тоже особо не замечаю. Они есть вроде нет. Вот так. ПОС иногда. А что вы думаете? Влияет ли на учебу? Очень, да, мешает только. ПОС работает, все отлично. А это как-то влияет на вашу учебу? Абсолютно никак, я не активист, я ничем особо не занимаюсь. Я не активист. Общественная деятельность, не знаю. Это выбор каждого. Но каждый должен понимать то, что если он идет в ПОС, то он должен, соответственно, прилагать равные усилия и там, и там. То есть отставать от учебы тоже нельзя. И нужно понимать, что ПОС не имеет высший приоритет. То есть приоритет выше — это учеба. И многие студенты прогуливают из-за ПОС, поэтому мне это не особо нравится. Да. А это как-то мешает Нет. вашей учебе? Нет. Дел больше появляется, из-за этого времени меньше и меньше. Так нет. Ох, наоборот, доктор, один раз комиссиялар ген балар билен чөйтибин. Оголары, студентлары аты направление билен сайынаралар бәйлерин шөйгө табдахларга бертилер дихамыбын. Да, и для активистов. Это как-то мешает вашей учебе? Если грамотно составлять тайм-менеджмент, так сказать, то вообще не мешает. Да. И она как-то влияет на вашу учебу, учебную деятельность? Да нет, не особо. Работают на благо СУФУ и студентов. Вы сами являетесь активистом? Нет, я являлся. Но сейчас состою в других А организациях. общественная жизнь как-то влияет на учебную деятельность? Да, являет. Потому что если отдаваться полностью, то ты можешь забыть про учебу, в своих дисциплинах, о делании своих домашних стрессах. И надо как это все совмещать вместе. И тогда, я думаю, если найти золотую середину, то будет все отлично. Активистом не являюсь, но знаю настолько, что проводится очень много мероприятий. Единственное, что меня смущает, некоторая принудительная часть в мероприятиях, которая совершенно не обязательна. Я сама активистом не являюсь, так как попросту времени не хватает, только на учебу идет. А так, я считаю, что у нас очень развита эта степь, можно сказать.
вуз, там хорошо работает, развлекательно, все классно проходит, мероприятия всякие разные. Ну, я состою там в постактивист, ну как там, по 7, да, активист, так что типа сама участвую в этих мероприятиях и сама их провожу. И типа, ну, в целом нормально, мне кажется. А это как-то мешает для вашей учебной деятельности? Нет, вообще, да. Как сказать, я общественный человек, я состою в профсоюзе организации студентов Института математики и информатики. И думаю, что общественная жизнь нужна для всех, потому что это круто. Ага. Общественная жизнь в нашем университете после профсоюзной организации они на очень большом уровне. И там не нуждаются в новых идеях, так они, ну, идеально, можно сказать, по своей структуре. Общественная жизнь тоже устраивает, но, ну, как говорится, все хорошо в миру.